В Якутском колледже культуры и искусств имени Аграфены Дмитриевны Макаровой сейчас тихо и спокойно, как никогда. Да, этот год выдался нелегким, но и дал бесценный опыт. Из-за коронавирусной пандемии нам представилась возможность в короткие сроки освоить дистанционную форму обучения. Учеба в режиме онлайн оказалась достаточно сложной как для студентов, так и для преподавателей. Но мы продолжили образовательный процесс в прежнем ритме и обеспечили успешное освоение электронного и дистанционного обучения в запланированные сроки. Несмотря на все, было достигнуто немало побед. Давайте подведем итоги уходящего года. Для Якутского колледжа культуры и искусств имени Аграфены Дмитриевны Макаровой уходящий год стал очередным этапом в развитии и достижении целей в сфере культуры. Было проведено немало мероприятий. Так, 25 февраля состоялась торжественная церемония открытия памятной доски в честь присвоения учебному заведению имени Аграфены Дмитриевны Макаровой. Это был исторический день для нашего колледжа. Ведь 24 февраля Аграфене Дмитриевне бы исполнилось 72 года, и открытие памятной доски было приурочено ко дню ее рождения. 5 апреля были подведены итоги 3-й региональной дистанционной олимпиады по философии и истории. По ее результатам студенты Сергей Андреев и Евдокия Сафронеева заняли призовые места по данным дисциплинам. Также Есения Антипина удостоена сертификата участника. Жизнь колледжа идет своим чередом. Работа студенческого совета тоже не прекращалась. Во время дистанционного обучения мы коллективом студсовета еженедельно делали собрания по Zoom и определяли, что мы будем делать на этой неделе, какое мероприятие будет. Мы делали видеоролики, например, как ко Дню Республики Саха-Якутия и ко Дню матерей. Сначала были некоторые трудности, конечно, в дистанционном обучении, но сейчас мы уже адаптировались и сейчас уже, можно сказать, нормально. Но все же надеемся, что в скором времени мы начнем учиться очно. Еще одним незабываемым достижением 2020 года является то, что студенты приняли участие во 2-м республиканском заочном конкурсе творческих коллективов и исполнителей «Академия талантов» международного конкурса вокалистов и инструменталистов в городе Пьонгтек в Южной Корее. По направлению фортепиано были отмечены 5 студентов колледжа: Дечковская Аина, Неустроева Анастасия и Захарова Алина – лауреаты 1-й степени, Амонова Юлиана – лауреат 2-й степени, Мухоплева Кристина – лауреат 3-й степени. Руководитель – педагог-концертмейстер Инга Иннокентьевна Еремеева. Значимое событие в копилку достижений внесла студентка 3-го курса отделения хореографическое творчество Лилиана Ануфриева. В середине года она стала победительницей сразу в 2 студенческих конкурсах. Во Всероссийской олимпиаде по дисциплине педагогика также Лилиана приняла участие во 2-й Всероссийской дистанционной научно-практической конференции школьников и студентов «Молодой ученый». В большом этнографическом диктанте студентка 2-го курса этнохудожественного творчества Васильева Саина набрала 100 баллов из 100. Также на 5-м международном фольклорном фестивале «Зов земли Олонхо» Саяна Попова стала лауреатом 1-й степени. Во время дистанционной работы первичная профсоюзная организация сотрудников также не прекращала свою деятельность. Подводя итоги 2020 года, хочется остановиться на 20-й юбилейной спартакиаде работников профсоюза Рескома культуры республики. На этой спартакиаде наша спортивная команда во главе капитана Алексеева Александра Аркадьевича заняла призовое 2-е место, чем мы очень рады и горды. Наши молодые педагоги Мариева Василиса Вячеславовна, Иванов Иван Федорович приняли участие на всероссийской волонтерском движении «Мы вместе». Во время пандемии мы не оставили наших ветеранов одних. Мы с ними всегда держим тесную связь. И каждый год мы помогаем им и делом, и материально,
и продуктами, и мы всегда с ними на связи. Также в этом году студенты активно принимают участие в различных конкурсах. Студентки первого курса специальности «Этнохудожественное творчество» приняли участие в республиканском фольклорном фестивале «Чукдар Той Кын Огодо», проведенной Домом народного творчества «Дом Олонхо», Управлением образования Мегино-Кангаласского района, на котором были отмечены Михайлов Алексей, Анисимова Валерия и Анастасия Попова за первое место, Сидорова София и Павлова Мичелия за второе место. Также на республиканском конкурсе чтецов Эбюгетына, проведенном Институтом языков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации, Собакин Александр занял почетное первое место, а Григорьев Иван – второе. На республиканском онлайн-конкурсе Олонхо-Таюга студент Львов Вальдемар удостоился звания лауреата первой степени, а Саяна Попова стала лауреатом второй степени. Народный ансамбль танца «Эркön», гордость нашего колледжа, стал лауреатом первой степени в номинации «Ансамбли народного танца» 11-го межрегионального фестиваля национальных культур Дальнего Востока «Лики наследия», проводившийся в сентябре 2020 года Краевым научно-образовательным творческим объединением культуры в городе Хабаровск. Еще одно значимое событие года – достижение нашего студента на 8-м чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia 2020. В этом году мы участвовали в профессиональном конкурсе WorldSkills. Этот конкурс у нас проходит в нашем колледже уже 5-й год. И каждый год наши студенты завоевывают призовые места. В этом году такое призовое место досталось Сергею Андрееву, студенту 3-го курса специальности звукооператорское мастерство. Его руководителем выступил Стас Петрович Олесов, заведующий документно-цифровой комиссии. Его готовил уже на уровне Российского экспертного совета Максутов Ренат Витальевич, тоже преподаватель спецдисциплин этой специальности. Ежегодно на этом конкурсе у нас реализуются 3 компетенции. Это фотография, звукорежиссура и видеопроизводство. Также особенностью этого года стало проведение этого конкурса среди школьников, называемое юниоры. Немало побед и достижений у наших студентов на онлайн-мероприятиях. В октябре студенты специальности «Хореографическое творчество» стали участниками Республиканской олимпиады по финансовой грамотности. Хотелось бы отметить активность наших студентов на этой олимпиаде. Не можем не упомянуть и про внутриколледжные мероприятия, такие как традиционный творческий конкурс «Старт-2020», который прошел с большим успехом и собрал максимальное количество просмотров на нашем YouTube-канале. Организатором выступила группа СКД-18 под руководством преподавателя спецдисциплин Михаила Николаевича Степанова. Также нужно отметить чемпионат по киберспорту, музыкальную викторину, различные онлайн-фото-видеоконкурсы, конкурсы сочинений, множество онлайн-встреч и тематических мероприятий. Таковы наши многочисленные достижения. В Новый год с новыми победами! Мы гордимся нашими талантливыми студентами и сотрудниками. Добрый день, уважаемые коллеги, преподаватели, дорогие наши будущие коллеги, студенты. От имени администрации нашего образовательного учреждения, от себя лично разрешите вас всех поздравить с наступающим 2021 годом. Уходящий 2020 год был действительно для нас всех годом испытания, годом преодоления трудностей. Мы за короткий срок смогли внедрить дистанционное обучение, освоили новые образовательные платформы и ни один день не приостановили нашу деятельность. За это всем вам особая благодарность, как преподавателям, так и студентам. Все наши достижения мы отразили в нашей газете, которая выпускается уже 6-й раз.
көнеркön, несущее тепло солнца. Действительно, наши успехи и победы в различных конкурсах, соревнованиях дают хороший оплот для развития всего нашего колледжа, также всей нашей культуры. Дорогие друзья, еще раз вас всех поздравляю с 2021 годом. Пусть 2021 год станет годом возвращения в нашу обычную жизнь. Пусть наш колледж будет наполнен творчеством, креативом. И желаю вам, главное, крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким, вашей семье. Күнді доғыттыр, егітіне өсі түгіл кәләнігер сарғыла қаңа жылынан ис сүрік біттен идейтік істемек алапты дейбін, әйқаға бағары әмәті бүкін сірігер бар, тоқ бар кәләне сырдығы, онына кәлер үйнер сыл, бейқаға тоқ бар, Üçügeyer birliktätin setihilah, taksıllah, örük yürüllah sıl boluqtun. Barta etenge boluqtun.